Круглый стол начался с того, что на него не пришли приглашенные представители исполнительной власти и большая часть бизнесменов. Отметив это, первым слово взял руководитель АНД Адгур Ардзинба. Он сказал, что в любом кризисе можно найти в том числе положительные стороны. В случае с Абхазией это закрытые для россиян мировые границы и открытая Абхазская. Рассуждая на тему, чем государство могло бы помочь бизнесу в пандемию, Адгур Ардзинба отметил следующее. Учитывая, что у государства объективно нет возможности пока стимулировать с помощью больших дотаций, нет возможности у банка предоставлять беспроцентные кредиты и так далее. Можно было бы на этом этапе, на мой взгляд, предоставить бизнесу, малому бизнесу, который только начинает свой путь, предоставить налоговые льготы сроком до 3 лет. Этот проект закона о предоставлении налоговых льгот до 3 лет начинающему бизнесу, малому бизнесу подготовлен еще Министерством экономики, если я не ошибаюсь, в 2018 году. На том этапе этот проект закона он не получил поддержки в администрации президента, но сейчас, мне кажется, это свою актуальность он еще больше приобрел. Выступила и президент Союза туризма Абхазии Анна Калягина. По ее словам, еще рано давать оценку решениям представителей турбизнеса, так как пандемия не подошла к концу, и говорить о завершении кризиса тоже рано. При этом открытая граница не есть залог успешного турбизнеса, если не наполнить его сервисом и рядом услуг. Если мы хотим действительно какой-то прорыв в этой сфере и как-то закрепиться и улучшить наши показатели, безусловно, соглашусь, что после кризиса идет какое-то улучшение, то есть какой-то прорыв, люди начинают в конкурентной среде работать, и это ведет к тому, что какие-то сферы улучшаются, там сервис повышается, качество повышается. Но нам надо сейчас обратить внимание то, на что мы, в принципе, всегда и смотрели с вами, это сервис, качество, гостеприимство, но именно с той точки зрения, что мы должны показывать лучшие результаты. И если мы сейчас хотим привлечь туристов себе и гостей Абхазии, тех, кто не получает отдыха за границей, то, соответственно, мы должны быть на уровне этой заграницы, либо выше этого уровня, но выше, по крайней мере, того уровня, к которому мы все с вами сейчас привыкли. Спасибо большое коллегам, которые, в принципе, это все поняли, знают, осознают и стремятся повысить сервис и качество своих услуг. Депутат Наталья Смыр говорила о необходимости разработки антикризисного плана. Так, государственный бюджет зачастую закладывает средства в несколько миллионов рублей на поддержку различных сфер. При этом ни одного плана по их развитию не разработано. Еще раз призываю и правда хочу сказать, что мы должны разработать антикризисный план по выходу или бизнеса в условиях ковида. Не поздно, это правда не поздно. Здесь могут быть придуманы разные варианты: отсрочки платежей, рассрочки платежей, уменьшение ставок. То есть это такая чрезвычайная ситуация, при которой мы могли бы предусмотреть какую-то помощь, даже если мы не оказываем ее финансово, мы могли бы ее предусмотреть в рамках каких-то льгот, понимаете? А льготы это тоже эффективно. Конечно, я думаю, что вам даже сейчас деньги не нужны, но если мы предоставим вам льготы, то я думаю, вы будете очень рады. То есть у вас какое-то бремя финансовое по уплате каких-то видов налогов, чего-то, у вас это снимется, а вы можете за эти деньги привлечь на порядок уровень качества обслуживания, повысить, то, о чем вы сейчас говорили, да? То есть это все связано, одно связывается с другим. Следом участники круглого стола долго обсуждали так называемый ввозной НДС, возвращались к истокам его принятия, его нашумевшему прошлому и возможному будущему. Потом перешли к иным вопросам, интересующим участников. Элеонора Гилаян, Рамо Камкия, Абаза ТВ.